осетинки самые красивые на Кавказе. Когда вы услышали? Ну что, осетинки красивые самые, это пускай мужчины об этом говорят, честно говоря. Но все-таки я считаю, что кавказские женщины все абсолютно красивые. Разве абхазские не красивые? У них у всех глаза как море. Голубые, зеленые, разными бликами играют. Ну, тогда Разве не спрошу красивые? более конкретно о Симде. Что для вас Симд? Ой, Симд — это моя жизнь. Правда. Вообще хореография, танец, музыка, искусство — это моя жизнь. Я без этого не могу. А когда вы появились вот в этом ансамбле, государственный ансамбль песни и танца имени Бориса Галаева, Симд? Да. Это 8 лет назад. 8 лет я работаю, ну, живу в этом коллективе. Симд — это, говорят, массовый танец, да, осетинский Да. или... Массовый народный танец. И издревле корни далеко уходят. Еще в нардском эпосе описывается, насколько было значение масштабное для нашего народа этого танца. Я знаю еще про фандер. Вы пользуетесь в ансамбле фандером? Конечно, я же гармонистка. Я играю на гармошке. Неплохо. Неплохо. Фандер из люльки, да, был сделан впервые когда-то, собран? Но это, наверное, по версии Да? абхазского эпоса. У нас немножко другая история там была. Шердон звали персонажа нардского эпоса. Он такой игривый был, такой шутник был, и постоянно всех поджучивал и что-то выдумывал. Вечно хотел что-то напакостить там, что и нардскому народу что-то придумать такое. Я знаю, что он из жил сделан детей, мертвых детей. Убили его детей, но он Очень более... грустно, да. Да, очень грустно, поэтому... Но в основе искусства всегда лежит грусть. Да, да, потому что, вот смотрите, какая у нас же музыка, в принципе, лирическая, она такая вот мелодичная тоже, очень, есть грусть в основе наших мотивов, есть. Мы смотрели концерт, Да. вы замечательно дирижировали, хотя я плохо в этом разбираюсь, публике вы очень понравились. Кто руководитель ансамбля вообще? Художественный руководитель Симда — это Гаглоев Ростик Ефимович. Он всю жизнь тоже посвятил танцам, он хореограф по специальности, и образование у него высшее есть в хореографии. И практически не только в Симде, но и заведовал буквально на основе всех коллективов, которые были на территории Южной Осетии. Он со всеми прошел этот путь творческий такой. Ну и вот сейчас он у нас руководитель. Я вот видела исторические сюжеты тоже, да, вот Да. в танцах и песнях. Танцы у нас ставят балетмейстеры. Есть и молодые балетмейстеры, правда, сейчас он с нами не приехал, он учится в Москве, у него экзамены государственные. А в репертуаре у нас Симд ставил Георгий Келихсаев, молодой перспективный специалист, хореограф. У вас вообще столько вот замечательных людей, столько вот великих людей. Я помню, это же после 2008-го Гергиев приехал, организовал оркестр. Очень много талантливых людей. Вы пережили столько горя, геноцид, и после этого вот вы восстановились, вы вот привлекаете молодых, живете искусством. Это все так замечательно. Вы знаете, вот практически, за исключением только 3 мальчиков, все ребята прошли войну. Они все, вы не поверите, у них у всех раны. Ну,
вот сейчас это будет некрасиво, это был их долг. Я считаю, что не только мы, но и у вас тоже было то же самое. Но, понимаете, все-таки как это интересно, они все прошли войну, они все ребята военные, и все. И вот, например, даже если перед концертом они еще не так собраны, но когда концерт, они так вдохновляются, такое ощущение, что они опять идут в бой, собираются и вот с таким мужеством, с честью, и с гордостью, с азартом все это несут. Вдохновенно, Я да. горжусь нашими Очень. мальчиками, вообще горжусь нашими мужчинами. И осетинами. мальчики, и девочки, да, Да. очень слаженно танцуют. Вот совсем недавно вот звезду вам дали, заслуженную артистку Абхазии. Вы даже не представляете, вот я вот думаю, я приеду домой, там так будут рады. Звание это буду, честное слово, нести с гордостью. Буду стараться проекты совместные делать. Ну и до этого старались, у нас было очень... Ну, И сказать песни много, что абхазские были. пели. Да, потому что мы любим песни абхазские, мелодику, гармонию, все мы приветствуем. У меня солист, народный артист Южной Осетии, Инал Албуров. С юношеских лет, ансамблю уже 85 лет, да? И с юношеских лет он поет, и историю ансамбля знает хорошо. Вы знаете, он дружил с Кандидом Тарба, с Арвелотом. Однажды, когда они были в юношеском возрасте, приехали сюда, совместный концерт Симда был и Кавказа. Отец позвал их домой, отец Арвелота и Кандида. И они сели за стол, и он сказал: с этого момента вы будете братьями. И так они эту дружбу пронесли. Я даже чуть немножко грустно, что его нету. Он был замечательнейшим человеком, да. Но он уже ангел-хранитель ансамбля, его имя носит, его ансамбль. А что означает вот на осетинском симд? Амгуп. Да, То вот есть скажите, нам это вместе, понятно. Амгуп? вместе, давайте все вместе, ну как бы, да, в едином порыве встанем. Почти рядом. по-абхазски «Эдгупла», «Амгуп», да. А, вы Так, знаете- так же и звучит, Да. кстати. А между прочим, у нас есть схожие слова. Да. Ну и история тоже. Есть какие-то обряды и традиции. Я знаю, что у вас невеста в углу в восточном стояла. У нас до сих пор это сохранено. В 2008 мы не смогли так, как бы хотелось поддержать вас. Так было дано судьбой, что День независимости у нас один день. Мы хорошо помним, и как и здесь праздновали, конечно, через слезы праздновали все. Но этот праздник и эту радость мы просто, честно, от души вот так вот разделяли вместе с тобой, и даже с гордостью причем. На тот момент великий Багапш Сергей Васильевич, боже мой, который остался вот не в каждой душе осетина, с большим уважением осетинский народ вообще относился, принимали его, это что за человек был, конечно. И еще раз говорю, что от души вместе мы были рады, что это у нас получилось вместе. Сегодня в Южной Осетии к вашему ансамблю какое отношение? Вот, любят вас? Конечно, мы же флагман осетинской культуры. Нас обожают и старшие, и младшие, и молодежь. И правительство к нам хорошо относится, нам помогают. И финансово, и поездки нам спонсируют. Инструменты приобретают дорогие. Ну, конечно, я не скажу, что прям постепенно, потихонечку. сколько человек в государство растет, ансамбле? В ансамбле около 90, если всех вместе взять, это около 90. Но танцующих это 40 с музыкантами вместе. 50, 60, с хором вместе 70. Как вы подбираете репертуар? Ну, цель и принцип мой такой. Вот понимаете, вот сейчас такое время, что засилие вот иностранной музыки, конечно, это все надо. Ну а как же? Время идет, молодежь хочет жить в ногу со временем. Это нормально все. Но я хочу пропаганда осетинской национальной музыки не только у нас, но и на Кавказе практически у всех
тематически, вот героическая песня, патриотическая песня, она схожа. Что у кабардинцев, что у абхазов, вот северная сторона Кавказа. И хочется, чтобы она все-таки осталась, потому что я не представляю, а как же мы, это же наследие, это богатство. Ну, удается вам вот привлекать зрителей, Вот да? зрители с осетинских удовольствием. песен, Все, да? и молодежи, взрослые, с удовольствием. Есть какие-то проекты, хочется сделать героическую эту песню, немножко осовременить, чтобы молодежь тоже принимала ее. После войны немножко, конечно, и у вас, и у нас такая проблема. Этот пласт поднять надо сейчас молодежь. Да. Им было некогда, они были заняты войной все. И вот сейчас вот уже такая возможность есть. И детские хоры у нас есть. У нас великолепный Анисим Дзатев, который не раз сюда приезжал и покорял сердца Абхазии юношеским, детским, мужским хором. Там совсем вот такие мальчики поют. И тоже вот жанр именно и стиль песни героический, народный, патриотический. Наша песня и ваша, в принципе, такова же. Воспевают героев своих, ну, где-то и о радости, и о празднествах, и о традициях, и обычаях народа. Ну и, конечно, и о войне. Ну, стилистика, жанр песни таков. Но вот есть проблема, конечно, но мы ее будем решать. Будем создавать детские хоры, будем привлекать и юношей, и девушек, и чтобы это никуда не делось, потому что это нам очень надо. Это кровь. Это наши гены, это наша кровь. Без культуры никуда. Сначала культура, я все-таки настаиваю, а потом все остальное. Очень хочу спросить, абхазская уарайда, сиуарайда, как воспринимается зрителями и слушателями? Они обожают. А у нас не только одна песня. У меня арица есть, мы ее поем на осетинском языке. Мы вот в Пицунде будем, мы в Ачамчурях выступать. У нас 4 песни есть. Походная еще мы исполняем тоже. А потом вот, они же очень схожи, да, у нас уарайда, а в Абхазии уарада. Так что практически, может быть, там одна буква меняется или вообще одинаково. А что у вас означает вот уарайда? Говорят, был царь, исторический такой персонаж был. Звали его Уарайда. И так осталось. Вот, насколько это правда, не могу утверждать. Ну, вот так. Ну, у нас говорят, что это боги были абхазские. Райда, Сиуа Райда, там, да. Ну, в смысле, если у вас царь, у нас бога, я это имею в виду, а так, конечно, это общее. В Абхазии когда впервые вы появились? В Абхазии, знаете, первый раз я приехала на 5-летие освобождения города Гагра. Первый раз. И я видела Ардзимба и запомнила его навсегда. Красивый, статный, мужественный человек. И вот мы были тогда в Пицунде, а вот, знаете, это было на стадионе. Вот праздник этот проходил на стадионе. И я помню, вот прям фотографическое вот так осталось в памяти он. Он стоял и улыбался, вот так, а люди шли вот так вокруг него, и приехали кабардинцы, и вот автобус остановился, и они к нему шли, и он со всеми так душевно здоровался. Потом мы подъехали, делегация Северной Осетии, юношеский хор приехал, и тоже подошли к нему, и он с таким теплом, ну, и Южная Осетия полностью, практически весь коллектив тогда был, но я еще как бы не знала никого там. И вот этот у меня осталось в памяти, вообще удивительный тоже был человек. Когда приезжаешь в город, везде баннеры, да, вот огромные, с его фотографией, а у меня такое ощущение, что он мой родственник. Вот, ну прям вот чувствую, что это мой какой-то родной и близкий человек. Ну так, с честью, с мужеством, с достоинством. И главное, это было первый умный. раз.
И навсегда. И я сказала, все, люблю, 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 и на века люблю. И эту любовь я стараюсь делить абсолютно со всеми. Я когда приехала домой, я отцу своему рассказала, а папа мне говорит, это наши братья. Это даже никто не сомневается в этом. То есть это уже аксиома. Все знают, абхазы это наши братья. Все. Вы дружите, я поняла, с ансамблем «Мерцах», да? Да. Очень великолепные люди. А знаете, дружба сложилась так, что мы друзья большие с Вианором Лого, с Чичиковичем. Ну, великолепный мастер. Знаете, мы его однажды увидели, как он танцует. И я говорю, посмотрите, посмотрите. Такое ощущение, что это Нодар Плиев. А однажды они танцевали в Кавказе вместе. Они Симд массово станцевали, а солисты были Нодар и Вианор вышли. Ну, потрясающе, конечно, мастерски исполняет профессор своего дела. Мы подружились. А я ему предложила, давайте сделаем концерт в Южной Осетии. Они приезжали осенью. Это было так здорово. Весь народ собрался, все их от души приветствовали, рады были абсолютно все. Просто они просто на один день приехали, но все равно масса вообще впечатлений и масса вообще удовольствия принесли мы и как и нашему народу, так и коллективу Эрцаху. Да, а расскажите про супруга. Вы вместе работали или как? Бибилов Сослан Георгиевич. Видимо, судьбой было так угодно, чтобы все произошло в моей жизни, как в сказке. Он актер театра, и тоже заслуженный артист и Южной, и Северной Осетии. Меня позвали в театр. И мне даже удалось сыграть с самой великой нашей актрисой и великой поэтессой, с народной артисткой, с Людмилой Головановой. Это потрясающая женщина. Мы играли на одной сцене, меня взяли как актрису. Конечно, это вот тоже была большая честь. Я думала, не получится, но убедили. Я вышла и играла спектакль. Очень серьезный. Про 7 братьев Газдановых, которые 7 ушли в Великую Отечественную войну и больше не вернулись. И песня «Журавли» написана про них Расулом Гамзатовым. Сослан, что вас связывает с Абхазией? Как я сейчас, наверное, банально скажу, душа. Душа. Да. Я знаю, что по-абхазски апсуа – человек души, и только осетин Абхазии называют ауапс – родственная душа. Да. Ну, И на только самом деле это осетин. так и есть, да. Да. На самом деле это. Я абсолютно комфортно себя чувствую в Абхазии, абсолютно, максимально комфортно. У меня тут масса друзей. Когда говорят, друзей много не бывает, я несколько с этим не согласен. У меня тут достаточно друзей разных. У меня побратим есть здесь. Мне здесь хорошо. Я очень люблю Абхазию, на самом деле. Вообще народу хочется очень сильно пожелать здоровья много, чтобы у вас было, чтобы ваши дети росли так, как вы хотите, чтобы все у них было. Дай Бог, чтобы они добились своей цели. Я хочу, чтобы ваш город процветал. Надо, чтобы, знаете как, пускай это будет жемчужина Кавказа, вот именно в плане туризма, как, вот, ну, хочется процветания, очень-очень хочется, чтобы люди жили богато, хочется, чтобы отстроился весь город. Ну, всем низкий поклон. Сегодня мы приехали в Абхазию, нашу родную страну, побратимую. Мы любим Абхазию, Абхазия нас уважает. У нас одна история. Все сценарии один в один происходили, как вы знаете, и многие люди это знают в бывшем Советском Союзе. Эта страна чудесная страна, люди хорошие, добротные, все, они встречают нас радостно.
всегда нам аплодируют, как своим братьям. И нам приятно очень с вами общаться, радоваться вместе с вами нашей победе, нашей ратной. Мы сегодня протоптали тот путь, по которой ходили наши предки. И сегодня мы обрели какую-то независимость. Теперь нам надо сучить руки до локтя и работать, и вместе общаться, приезжать друг к другу, как к друзьям, к братьям, к сестрам.